И, наконец, последнее. Мы, как и говорили, оргкомитет подготовил соответствующее обращение именно участников московских событий 1987 года к народу. С тем, чтобы... Я его просто озвучу, но это не мы его не будем здесь принимать. Я хотел бы, чтобы этот документ принимался осознанно каждым участником тех событий. И мы этим людям будем персонально предлагать, поддержать или не поддержать. И сколько людей бы не поддержало, оно и будет озвучено от имени участников собрания. Итак, проект. Это проект, который будет статус документа принят после того, когда, по крайней мере, 3 человека, участников этого события, подпишут этот документ. Обращение участников московских событий 1987 года к крымско-татарскому народу. Лето 1987 года было ознаменовано беспрецедентными по своему резонансу акциями крымских татар в столице СССР Москве. Эти акции были организованы национальным движением крымских татар и преследовали цель добиться от высшего руководства страны решения о возвращении крымско-татарского народа в Крым и восстановлении всех его прав и государственности, как то изложено в наказе крымско-татарского народа своим представителям. Столь грандиозные по своему масштабу и значимые народные акции стали возможны благодаря опыту и преемственности национального движения, работе в Москве народных представителей на протяжении 65-87 годов. Массовость событий 1987 года была обеспечена слаженной работой, прежде всего, инициативных групп Херсонской области, Краснодарского края, Крыма, ну и Средней Азии. Все это с учетом сложившейся на тот момент ситуации позволили национальному движению в первую очередь прорвать информационную блокаду вокруг крымско-татарской проблемы в мире. В руководстве страны осознали необходимость решения национального вопроса в СССР и механизм восстановления справедливости в отношении крымско-татарского народа и всех репрессивных народов страны был запущен на государственном уровне. Но понадобилось еще 2 года интенсивной работы национального движения, чтобы первый съезд народных депутатов СССР в 1989 году вынес вопрос на уровень государственных решений. В результате была принята декларация Верховного Совета СССР 14 ноября 1989 года о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся к насильственному переселению и обеспечению их прав, и утверждены постановлением Верховного Совета СССР от 29 ноября 1989 года выводы и предложения комиссии по проблемам крымско-татарского народа. На основании этих решений в 1989-1991 годах был принят ряд важнейших документов, восстанавливающих права крымских татар в СССР и регулирующих процесс их возвращения на историческую родину. Крымские татары стали массово возвращаться на родину в Крым. Не прорываться с боями, как это было до этого, а стали, в общем-то, более-менее в свободном режиме возвращаться. Для регулирования процессов возвращения и обустройства крымских татар в Крыму были созданы соответствующие государственные и общественные структуры. В том числе в 1991 году в Крыму был создан второй Курултай крымско-татарского народа и создан Милли-Меджлис, который взял на себя всю полноту ответственности за решение вопроса и все представительские функции во взаимоотношении с органами власти и внешним миром от имени крымско-татарского народа. Но, по крайней мере, они об этом заявили. По разным причинам с поставленными перед ним задачами Курултай Меджлис не справился. И в первую очередь, благодаря скрытой и явной разрушительной деятельности его высшего руководства в лице Джемилева и Чубарова. Их руками были уничтожены не только принципы, но и весь процесс законодательного восстановления прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа уже в независимой Украине. Вот почему до сих пор не принят ни один нормативно-правовой акт по восстановлению национального равноправия и государственности крымских татар в Украине. Более того, управляемая уже
система Курултай-Меджлис стала сегодня структурой, через которую имитируется борьба крымских татар за свои права, перехватываются и подавляется любая инициатива по реабилитации крымско-татарского народа, оказывается всяческое содействие власти в блокировании решения насущных проблем крымских татар, в том числе путем бесстыдного разворовывания тех денег, которые выдаются на эти обустройства. Расхищаются бюджетные средства и гуманитарная помощь, выделяемые и направляемые на нужды крымско-татарского народа. Сегодня, 25-ю годовщину московских событий 1987 года, давших новый импульс не только решению крымско-татарского вопроса, но и появлению структуры активного противодействия восстановлению прав крымских татар, необходимо вернуться к основополагающим принципам стратегии и тактики национального движения в достижении целей и задач, указанных в его базовом документе «Наказе крымско-татарского народа». Создание и деятельности Крымско-татарского народного фронта, объединение 17 организаций и общин крымских татар – это только начало возрождения методов и принципов национального движения для достижения фундаментальной цели – законодательной реабилитации репрессированного крымско-татарского народа и полномасштабного восстановления его государствообразующих, политических, экономических, гуманитарных и социальных прав независимой Украины. Сегодня, благодаря деятельности фронта, власть вынуждена перейти от полного замалчивания вопроса к имитации решения проблемы, начав политические игрища вокруг законопроекта 5515 о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку, внесенному в Верховную Раду Украины Джемилевым. Этот проект всплыл на поверхность в апреле 2012 года в качестве альтернативы требованиям Крымско-татарского народного фронта разработать и принять закон Украины о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Опять же, благодаря лидерам Меджлиса власти вновь получили возможность уйти от принципиального решения вопроса и вместо полноценной реабилитации, восстановления прав и государственности начали шаманство вокруг законопроекта Джемилева, снижающего статус репрессированного крымско-татарского народа до уровня депортированных по национальному признаку лиц. Борьба национального движения за восстановление прав и реабилитацию должна быть продолжена. Стержнем этого процесса должен стать Крымско-татарский народный фронт, действующий на основе наказа народа и основополагающих принципов национального движения. Соотечественники, мы призываем вас к активному участию в решении судьбы нации и в поддержке инициатив ветеранов национального движения, исполкома Крымско-татарского народного фронта по разработке, принятию и введению в действие закона Украины о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Нет авторитаризма в национальном движении, да возрождению национального движения крымских татар в независимой Украине. Да закону Украины о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Эти лозунги будут главными на втором чрезвычайном общенародном собрании, которое созывается Крымско-татарским народным фронтом 18 октября 2012 года на площади Ленина в Симферополе в день образования Крымской АССР, национальной государственности крымско-татарского народа советского периода. Соотечественники, мы призываем всех вас принять участие во втором общенародном собрании 18 октября 2012 года в Симферополе. Ситуация действительно чрезвычайная, не требующая никаких отлагательств. Промедление смерти подобно. Вот такое обращение будет предложено. Да.